Через 2 года республика полностью откажется от второй смены в школах. Такими планами с журналистами поделился Сергей Гапликов в рамках итоговой пресс-конференции полномочного представителя президента России Александра Беглова. Отметим, это один из его первых визитов по регионам Северо-Западного округа. Федеральный ревизор назначен указом Владимира Путина 25 декабря. По его словам, теме ликвидации двухсменности немалое внимание уделяется и на самом верху. Школа должна заниматься развитием детей, и для этого необходимы комфортные условия. Но я скажу, почему Владимир Владимирович поручил взять этот вопрос на контроль ликвидации второй смены. Ну, во-первых, мы должны все понимать, что на сегодняшний день, о чем мы с вами говорили, ребенка отправляют в школу. Там мама работает, семья работает, и ребенок полдня находится дома, потом идет в школу, потом вечером возвращается. Это очень большая проблема. А если хорошо есть дедушка, если хорошо есть бабушка, ну еще кто-то присмотрит, а если этого нет, то есть ребенок остается один на один, это тоже беспокоит родителей. Потом с учетом того, что сам биологический день, он уже как бы сформирован у каждого из нас, да, там, и учиться во вторую смену сложнее. Полпред напомнил, что в каждом регионе есть определенные сроки по переходу на одну смену. На софинансирование строительства новых учебных заведений выделены деньги из федерального бюджета. В свою очередь глава Коми подтвердил, что работа идет в соответствии с графиком. В этом году, например, завершат возведение школы на 1200 мест в Сыктывкарском микрорайоне Орбита. Начнется строительство еще 7 объектов. И эти вопросы, конечно, у нас на контроле. Я думаю, что в течение определенного срока, этот срок тоже, он, в принципе, не слишком быстрый, но тем не менее, в силу разных обстоятельств, мы поставили до 2020 года все вопросы, которые касаются непосредственно обновления тех самых школ, которые сегодня несут нагрузку двухсменки, не за счет их там, переукомплектации, там, оптимизации и так далее, а именно с точки зрения возможности строительства, ремонта, реконструкции и дополнения имеющихся возможностей, они будут выполнены. В свою очередь ведется работа по открытию новых школьных мест, и за счет переоборудования в прошлом году, вопреки всем пессимистическим прогнозам, это 2075 мест, то есть на 856 сверх плана, спущенного Москвой. Полностью за счет нашего, во-первых, регионального финансирования, в том числе, не скрою, работ хозспособом, то есть это не передавая подряды, а собственно силами учреждений образования, как, например, ИНТА у нас полностью ушла от двухсменного режима, потому что они просто переоборудовали часть новых классов, они ввели, они убрали подсобки, они сделали там нормальное образовательное пространство, полностью с современным оборудованием и как бы поправили репутацию региона в части достижения задач по уходу от двухсменного режима и созданию новых мест. Заметим, речь тут, конечно, не только про количество, но и их качество. Современная образовательная среда предусматривает также нормальный учебный инвентарь каждого места и его компьютеризацию. О других важных элементах, которые интересовали в ходе этого визита нового полпреда, Татьяна Супряткина. Александр Беглов в таком же ознакомительном режиме уже успел погрузиться в текущую жизнь Ленинградской области и Карелии. А потом, как заявил уже в Сыктывкаре, вполне определился с критериями в оценке работы губернаторов. Майские указы – стратегические инициативы президента, с которыми он шел на выборы 6 лет назад. В Коми ситуация выглядит оптимистичным. Из 40 позиций 38 поднимает качество жизни граждан стабильно и уверенно. А значит, поручения Владимира Путина выполняются четко и своевременно. Все это, по словам полпреда, цитата, «важные элементы». Это заметно на примере кардиологического диспансера. Ревизор сравнивает стандарты оснащенности последнего с европейскими и теоретически соглашается с созданием в регионе еще и сосудистого центра. Все основания для этого есть. Ежегодно через тот же кардио проходит 40 тысяч пациентов, в большинстве жителей отдаленных городов и сел. Любая поездка, любой регион, она должна, во-первых, увидеть обратную связь, что думают граждане нашей страны непосредственно в том или ином субъекте, но еще увидеть те проблемы, которые существуют, и обогатиться, самому обогатиться теми знаниями, тем опытом, который. А в каждой, я хочу сказать, абсолютно в каждом субъекте есть свой опыт. Есть очень много своих положительных примеров. Да, есть своя, как называется, свое движение, да, своя перспектива, свой креатив. И надо просто это увидеть, посмотреть. Поэтому, когда приезжают другие субъекты, можно говорить об этом, можно поделиться или сказать, слушайте, ну посмотрите, как там, допустим, в Коми эти вопросы решаются.
А республики, коль можно посоветовать, как, допустим, другие вопросы решаются там, в другом субъекте федерации. Мы должны интегрироваться, должны уметь обмениваться опытом. Поддержка будущего республики талантливой молодежи тоже должна быть на уровне. Инновационные технопарки как раз-таки призваны раскрывать одаренности. Для этого с осени прошлого года открылся Кванториум. Здесь обучаются юные изобретатели. Они наглядно демонстрируют свои технические достижения, чем очень впечатляет высоких гостей. Не меньше эмоций в Доме дружбы народов, где еще вот так можно окунуться в национальный колорит, а здесь 29 культурных автономий. Ее представители вручили полпреду иван-чай, сушеные ягоды, а также пригласили принять участие 10 марта в традиционной для Коми Олимпиаде. А заинтересовавшись проектом по объединению молодежи из регионов, Александр Беглов также пообещал лично подключиться к получению нашей республикой президентского гранта. Автономии господин Беглов поблагодарил за мирное сосуществование, а руководство региона за грамотную политику. Дом национальности – это прежде всего место, где сохраняются традиции народов, которые проживают в республике. Это сохранность нашей с вами культуры, наших с вами традиций. Это очень важный момент, я за это очень порадовался. И поэтому для меня посмотреть, обогатиться этим опытом, который сегодня есть в республике, это было очень важно. В свою очередь Сергей Гапликов по просьбе полпреда также в ходе его визита доложил о том, что Коми завершила программу переселения граждан из аварийного жилья, причем как успешно справившиеся. А значит, теперь, по словам главы, мы можем претендовать на федеральные средства по расселению граждан из домов, признанных аварийными и до 2012 года, но не включенных в свое время в программу. Татьяна Супряткина, Максим Васильев, Василий Янин, телеканал Юрган.